Всем привет! С вами я, Вела Валера. Сегодня мы отправляемся вдоль восточной границы к Муслюмово. 21 день пути, 4-я неделя путешествия. Как себя чувствует человек в это время? Могу сказать, что все трудности бытовые исходят на нет. Ты вообще не ощущаешь никаких сложностей и препятствий. Душа как будто рвется ввысь. И все, что вокруг, любое изменение, любая точка, происходящая во Вселенной, ты ее замечаешь, и твои мысли, они материализуются. Не пропусти эмоции 21-го дня пути. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши в комментарии и алга! Доброе утро 21-го дня татарстанской велокругосветки. Вот здесь я где-то спал, рядом с дорогой, недалеко от М7, по направлению в Муслюмово. До Муслюмова где-то 62, что ли. Ну там постоянный подъем будет после М7. Ну ничего, справимся. Здрасте. Вот уже 10-е сельское поселение, Старобайсарское. Вот так вот работает. Казинаки, рис сливочный, что-то будет. Ну и чаю решил попить. Нормального, теплого. И заварил чай от Рамзели-Янзели. Не помню с чем он, должен быть хороший. Ну что ж, Старобайсарово. Поел, попил. Отличное кафе Байсар у дороги. Там и магазин, все есть, что нужно в пути. И чай отличный. Все, в общем, супер. Вот. И тут мечеть необычная. Сейчас посмотрим быстренько. Она больше на Нижнекамскую похожа. Капитальное прям строение. Элементы архитектуры, туды-сюды. Да, в общем-то ярмарка будет с 10 часов здесь проходить. Подали объявление, вот уже народ собирается, что-то привозит. В целом, как я вижу, достаточно историческое село. Посмотрите, какой магазинчик. Со старыми ставнями, такими окнами. Старинный дом шестиоконный, ничего себе. Ну, здесь обычно богатые люди в таких домах, естественно, жили. Да, вот мечеть, конечно, построили такую. Ну, видно, что, конечно, современная постройка. Ну, вот как из кирпича современного сделать отлично, это вот примерно так. Тут и металлоконструкции есть, ну, выглядит супер, супер. Ну, здрасте. Все, поехал я по улице Школьная на выезд. Блин, ну интересно, не зря что сюда заехал. Очень любопытное место. Асыл-тамак. С казахского переводится умная еда. Не знаю, как с татарского. Пораженный старым Байсарово, я направлялся вдоль по отрогам Актанышского района. В этот момент все было ровно. Ехал не спеша, наслаждался асфальтом и думал о чем-то. Возможно, о том, что каждый район Республики Татарстан хорош по-своему. И еще не знаю о том, что ждет меня там, в Муслюмовском. Да, тут Староморбязова мечеть хороша. Кирпичная, высится на холме. Ну вот и заканчивается Актанышский район. 11 сельских поселений преодолел. А Старое Альметьево — это уже Муслюмовский район.
Муслюмовский район. Если кратко, здесь круто все. Рельеф и окружающие ландшафты для велотуризма, местная культура, культурность даже бы сказал, и любовь к родным местам. Сам Муслюмово – жемчужина Татарстана, или как его называют на юго-востоке, маленький Париж. В первые мгновения я стал ощущать особую ауру от этих земель. Мне хотелось увидеть, попробовать, почувствовать все, что тут встречается. Велик ходит, то ли из асфальта, то ли что-то не то все-таки. Приплыли, господа. Камеру сдуло. Буду смотреть сейчас, как она меня будет держать. Может быть просто, а может быть и где-то пробойно есть. Как смог, не знаю, сколько тут нас. Ну так вот, искал причину в одном, думал, багажник укорюка. У меня, оказывается, с камерой какие-то проблемы. Скорее всего, опять об камень где-то случился микропрокол. Пока его не вижу. Вот он скачивает. Но это не страшно, его, в принципе, можно подкачивать. Потихоньку закатываюсь на самую высокую точку сегодняшнего дня. Вот что сзади творится. Уже взлет виден. Поворот. И спуск показывает резкий с горы. Ну, поехали. Спуски я люблю. 6, 8, 9, 40, 2, 4, 6, 7. Так. Обед. Велосипеду все по хлебу. Вот такая вот дорога чисто для меня. Ремонт делает, соскребает все. Самое главное через речку проехать сейчас. Вот такие идут реки в Восточном Татарстане. Маленькие ручейки. Их легко перекрыть, но вот такие инженерные сооружения все-таки строить нужно, чтобы дорога была. Я в Муслюмово. Вот такая тут стела на въезде, и тут река Икс сейчас будет. Отлично. Да, течет такая пограничная действительно река. Я ночевал на ней. Река Ик. И вот она, набережная знаменитая, про которую мне сказали. Сейчас проедусь, посмотрю. Вау, ага, ничего строится. Да, чтобы быть Парижем, нужно, чтобы было как минимум мостов 30 через Ик сделано. И чтобы здесь ходили батамуши. Вот, посмотрите, это ландшафтный парк Курашалы Ик, ну то есть солнечный Ик. Да, тут глубоко сразу. Рыбачить можно. Ага. Все, ну тут заканчивается. Wi-Fi даже раздают, типа где-то здесь. Ландшафтный парк.
Купаться запрещено. А для чего сделали-то эту зону? Блин, ребят, ну удивляет. Удивляет просто. Вот такой он каменный век представления муслюмовцев. Шатры какие-то стоят, камни лежат, да. Тут лошади, слоны пасутся. Это больше на саванну похоже. Деревья кверх корнями поставили. Вот так вот, да. Вот детская площадка, кстати. О, вот это ничего так. Смотрите, какой дом. Да реально как в Версале или что-то в этом роде. Правы люди были, когда сказали Париж, Париж. Французский стиль здесь точно есть. Рыбки чистят, что ли, как-то. Ну или просто здесь вода отстаивается. Да, понятно, почему эта часть парка спортивной называется. Здесь вот еще один спортивный комплекс какой-то подходит. Сколько же здесь человек надо, чтобы за всем ухаживать? Все, есть амфитеатр, вот он, да. Давай, блин, с праздником. Татар базара. Ну ладно. Много, я говорю, тут можно смотреть. Ну, татарский базар, еды что ли сделали. Вот. Выезжаю на асфальт. Поеду, где свадьба, посмотрю. Туда уходит вот целая сцена. Офигеть. Ик-буе Сабантуе. Река Ик Сабантуй. Здесь вот какие-то домики тоже. Видимо, свадебные гуляния проходят. Ну там, да, уже такая зона, где все кончается. Места для посиделок, что ли. А я по асфальту выезжаю с этого длинного парижского ландшафтного парка, я так его назову. Вау. Ну такие же чувства у меня были в Альвидино почему-то. Удивили. Слим. Чё за слим? Печка стоит. И какая-то зона, не знаю. Кто здесь работал над этим, надо узнать. Вот еще место. Ну что, теперь смотрим село. Блин, ну как же они красиво все, как говорится, обстряпали. Да и в село заезжаешь уже как город. Ничего себе. Поверните налево, затем поверните направо. Ну что, пойду в кафе Итле заряжаться, и шаурму есть. Здесь очень много видов шаурмы, в том числе с говядиной. Это первое место, где такое есть. Не знаю, что тут как переводится. Ну, вывеска красивая, неоновая. Интерьер супер. Ну такой подачи еще шаурмы не было. Супер. Говядина, вот видите, как жарили на мангале, видите, как шашлык. Выглядит супер. Вот так вот чай. Первый раз я так делаю. Ребят, смотрите, да, тут магазин авокадо посоветовали мне местный деликатес, называется дамские пальчики. Не знаю, вот и чак-чак тут муслюмовский свой есть, оказывается. Сейчас поищу.
Так что надо дегустировать. Сегодня вечером будет гастрономическое путешествие с новым чаем от девочек, которые мне дали вчера в Актаныше. Так что все супер, Муслюмова, very good. Вот это центральная улица, по сути, как я понимаю, улица Пушкина. Здесь музей находится, памятники различные какие-то должны быть. Двигайтесь прямо. Вижу фонтан. Прогулочная зона. Вот. Вау. Ну вот это хороший фонтан, что сказать. Как же без Ленина? И тут нашелся. А что интересно, тут вот миллион шишек, наверное, под елкой, под елью, смотрите. Да, тут везде по всем улицам можно, наверное, гулять, смотреть. Кинотеатр, оказывается, это Тушвар. Там сквер еще какой-то, надо проехать. Вот здесь за всем ухаживают, видите, деревья отфигурировали, газоны покосили. Приятно заехать. Направо. Парк Победы, можно сказать. 5200 человек ушли на фронт. Герои Советского Союза. Вот. Ну и как всегда, техника, танки. Что это, БМПшка? Да, БМП-1. Жалко, конечно, музей не был открыт. Интересно, вот когда попадаешь в такие места, историю интересно узнать. Ну, потому что видно, что люди любят свое место. Они его сохраняют, они его приумножают и тем самым, да, как говорится, заслужит уважение к себе и к своей истории. Хочется знать. Это так же, как в Чистополе, допустим, там, в Пестрецах, в Альвидино. Вот такие дела. Таких мест должно быть больше в Татарстане. Вот тут Горняках идет. Опасно, опасно. Ну вот она, Татнефть. Надеюсь, накачаюсь. Теперь как новая. Вот, поеду я теперь на Закаево. Где-то там вот дорога, оказывается. Да, 3,5 атмосферы чувствуется на заднем колесе. Главное, чтобы оно не взорвалось реально, а то... Да, такое тут часто можно увидеть. И такое. И горизонт не видно. Блин. И хорошо, когда велик катит еще. Вот, практически ничего не делаю. Но это ли не жизнь? Это ли не квас? Что-то почему-то мне с севера на юг, с юга на север всегда больше нравится крутить. Конечно, сейчас подъемы будут. Краснокаевский район, номер 32. Запруда на Шуганке. А вот он, татарский Шуган. Первый населенный пункт Закаевского района.
Фиксируем самую большую высоту на сегодня, 223. Вот, ребят, встретил в селе Чалпы. Чел, что у вас интересного тут, чем занимаетесь, какие... Ну, вообще деревня уж обычно, что. Да? Ну, 800 человек же, да, проживает, большая Ну, да. достаточно. Ну, сейчас уж больше, там точных данных никогда не бывает уж. М. А больше уж бывает. Что здесь интересного, что можно найти, посмотреть? Ну, тут вот чистые озера, ну, вот чистые озера, вот подводные воды там бывают. А, То есть красиво очень тут у нас. мгм. Ну, Вы в поля школе? большие. Поля большие. Подсказали мне парни, куда ехать. Тут место есть с отличной полянкой, где дамба. Обещали в гости пойти даже. Ну ладно, поедем, что. Приключения. Говорят, все мирно, спокойно, народ не буянит. Местная молодежь отдыхает, все дела, шашлыки, стулья. Какой-то ингредиент добавили в чай, сейчас буду петь. Нефис, Айдар, да? То есть угощают, в общем, люди из Чалпы, из Альметьевска. Вот так вот заканчивается 21 день.